Ежегодно в начале мая на ледовых переправах образуются столпотворения. До начала ледохода многие люди спешат попасть на противоположный берег. Сделать это без риска для жизни можно, только прибегнув к помощи перевозчиков на воздушных подушках. В общей сложности путь на тот берег занимает около 20 минут. Хивусы отходят по мере заполнения людьми. На сегодняшний день здесь на пассажирских перевозках в общей сложности работает 24 судна. Сейчас перевозчики работают по тарифу 2000 рублей за взрослого человека. Такая сумма обусловлена высокими расходами на техническое обслуживание и содержание транспорта. Ну, не знаю, они же частники, вроде бы, их право, я так думаю. Но если бы цена была бы 1000 рублей, было бы хорошо. Между тем, предприниматели уверены, что регулировать тарифы на перевозку пассажиров государство может только в том случае, если предоставит им субсидии за счет средств регионального бюджета. В данный момент все перевозки обходятся за счет самих судоводителей. Если бы государство нам что-то дало, какие-то возмещения затрат, нате вот вам, ребята предприниматели, нате вот мы вам запчасти покроем, тогда возите по 1000 рублей. Мы согласны, если нам покроют затраты все по 1 000 000 рублей на каждую единицу, мы согласны по 1000 возить. Рост цен на перевозки наблюдался и ранее. Например, осенью прошлого года до открытия ледовой переправы предприниматели также повышали стоимость своих услуг. Однако там цена была оправдана сложной ледовой обстановкой. Сейчас же, по мнению Госкомцен, причин для повышения цен на проезд нет. В течение 3 дней мы должны принять с ними отдельно, совместное решение, посмотреть все их пассажиропотоки, сделать хронометраж, выслушать все их доводы, посмотреть всю их документацию, доказательства их затрат. И если надо будет, то будем менять свое решение. Если это надо будет, если они докажутся и затраты. Чтобы отрегулировать все вопросы, было решено провести проверку деятельности частных предпринимателей, по итогам которой будет принято окончательное решение. Евгений Заборовский, Иван Максимов, Вести, Якутск.